Маршал Душик, здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Селима Батаева, и в начале выпуска коротко о главных новостях. Весь Коран за священный месяц. Чеченские хафизы в Рамадан полностью прочитывают священную книгу на таравих намазах. Дуа каждый день. За чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, помолились представители Всероссийского общества слепых. Благие дела не прекращаются. В Чеченской Республике таксисты бесплатно развозят людей в месяц Рамадан. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дядя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Оқулч оқ ахиек шхилул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хар ит бюстияча қич оқ ахиек швархун ибах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аиша тубах дел рейс хилсун إذا دخل العشر اتحر ит бюсат ияч دل يرسنا صلى الله عليه وسلم شد مئزره شي غلد دعيه كرهون سو قич оқ حلق چول وأيقظ أهله شي ديوز سما بوخر هون سو وأحيا ليله شي بيس دين يرهون سو اتحر اتبيس إشايل بيس أجديان يرهون سوا شيء شابل ديوزا سما بوخر هون سوا بعد يلشنا صلى الله عليه وسلم هون قالش الله دال دقياز خليل بيسن شهرش الله دال دو عن جبلش خليل بيسن شهرش أق اتبيسن شو حيوهون الله دال حلين خليلو ليلة القدر باش خليل سيلح يلبيس. По завершению проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. С начала месяца Рамадан выпускники из школы хафизов имени Ташу Хаджи читают Коран в мечетях Чеченской Республики. Это благое дело они совершают каждый год, начиная с 2015-го. На каждом таравих намазе хафизы прочитывают по одному джузу. И так в течение 30 дней Рамадана полностью завершает Коран. Подробнее в следующем материале. Аяты из священного Корана звучат на каждом таравих намазе. Выпускники из Биноевской школы хафизов имени Ташу Хаджи распределены в 20 мечетях региона. Каждую ночь они зачитывают по одному джузу. ده موضوع عقيدة دادوش مع каждый مرة بتعوران ديش نيته إن شاء الله هر مرة بتشيخ بالس ده منطقة وروش ده بروش بيوسن ده معوران شيخ ليدو طبعا ديش 19 جزء ده. Самое сложное и волнительное – это не забыть аяты во время чтения Корана. За 3 месяца до наступления Рамадана хафизы основательно готовятся. Во время таравиха в одной мечети находится по 2 знатока Корана. Каждый день жуз дадует, жуз дует, человек хул ахдует, человек хул иштикешен беш. Кабу тарадин хадо иштикешен бой, юмаре батан кич хулто. Таким благим делом хафизы занимаются с 2015 года. Также в последние 10 дней Рамадана они остаются и на тагаджуд намаз. Аллах дал хастам бу ишт халгвал хаз Кур'ан дешаху ишт хафиш ван хиларна. Аллах дал хастам бу дал шукр деш халду. Жимчу хаз халгавал хаз шейр тисас лош хаз Кур'ан деш халжат ахват тنجنا خز لدوغا لا مزدق ملا شوقي وش خز سمونه هول إيش دل يتنبو دل كمار شويو إشتر حافظ شو وين خلرنا نق الله دال قيمة صوبة أخيلورش إشتوتيح دا لوش قهوة شو بتشنا الله دل رزق خليل دال ديكنس بيخم بولتن دل يتنبو ويبتش وإشتوت أوديش شغال ترجويش شغال ويشتلو مصو دويش خينا شغال ديزك В Рамадан верующие читают Коран в разы чаще, чем обычно, ведь в Священном Писании говорится: Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан Коран как руководство для людей, для разъяснения прямого пути и развлечения, чтобы отличить истинное от ложного. Абдулла Батаев, Арби Чакаев и Ислам Али Султанов. Неделя.
Представители Всероссийского общества слепых посетили Зирт Хедикишиевой в селении Хажиевла. Они обратились ко Всевышнему с мольбами о возвращении чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине «На родину с победой». Организовал поездку департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, администрации главы и правительства Чеченской Республики. С ними к святым местам отправилась наша съемочная группа. На протяжении всего пути в село Хажиевла не прекращается поминание Всевышнего, его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. На Зиярт Хедикишиевой направляются представители Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. Здесь они совершают зикр, делают дуа, прося Всевышнего за чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Эту поездку для незрячих организовал департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. С представителями общества слепых мы на этом зиярате попросили Всевышнего в своих мольбах поддержку нашим бойцам, участвующим в спецоперации. Дуа за наших бойцов они читают не только в святых местах, но и в каждый день дома, говорят собравшиеся. Переживания за наших братьев, участвующих в специальной военной операции на Украине, чувствует каждый. Практически не осталось ни одного мусульманина в республике, который не взывал бы ко Всевышнему с мольбами о победе и скорейшему возвращению бойцов на родину. Религиозные мероприятия проходят во всех уголках региона. Мухаммад Жумаллейла, Муса Даудов, Асан Вицкаев. Неделя. С каждым днем Луганская Народная Республика все больше ощущает поддержку со стороны братской Чеченской Республики. Очередная гуманитарная помощь для мирных жителей и бойцов, участвующих в специальной военной операции, отправлена в ЛНР. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова приготовил для них около 20 тонн продовольствия, множество видов круп, овощей, молочных изделий и других продуктов. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить наших ребят, бойцов, которые достойно защищают наше Отечество, выполняют приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И могу со своей стороны сказать, что всецело поддерживается и курс президента, поддерживаются наши бойцы главой Чеченской Республики. Это уже помощь от фонда для Донецкой Народной Республики. 2 фуры с лимонадом, 11 тонн для беженцев в Новоазовске и 30 тонн для бойцов в Новоазовском районе. Огромное спасибо за поддержку, потому что дети там, в Мариуполе в частности, воды не видели, а сейчас доставим лимонад, это хорошо, сладость. Это сегодня лимонад, завтра будет, я знаю, что там еще что-то. Поэтому огромное спасибо за то, что нас поддерживаете. И наше население, которое оказалось в трудной материальном положении. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации продолжает просветительские беседы с населением. В этот раз встреча прошла в Урс-Мартановском муниципальном районе во Дворце культуры имени Умара Димаева. Собравшимся рассказали о целях и деталях проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Жители нашей республики должны и имеют право знать правду о том, что на самом деле сегодня происходит на Украине. Если кому-то кажется, что идет какие-то противоборства между Россией и Украиной, нет. На самом деле Украина сегодня выбрана плацдармом для нанесения удара по России. И Соединенные Штаты Америки, и страны Евросоюза, объединившись, проведя серьезную подготовительную работу, готовились к этому удару. Дети беженцев из ДНР и ЛНР, находящиеся в республике Северная Осетия, Алания, смогли посетить Грозненский дельфинарий.
Поездку организовала для них волонтерская рота боевого братства при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Помимо шоу «Дельфинов» для юных гостей выступили профессиональные аниматоры, а перед обратной дорогой детям вручили подарки от фонда. Сюжет Мухаммада Джамалулейлы. Около 60 беженцев из ДНР и ЛНР, взрослые и дети. Все они пришли посмотреть на яркое выступление обитателей Грозненского дельфинария. Такую акцию для них организовала волонтерская рота боевого братства при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Остинское региональное отделение волонтерской роты боевого братства с просьбой оказать помощь беженцам и их детям с ЛДНР. Мы далее обратились в региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Получили незамедлительную обратную связь, нам оказали поддержку в организации этого мероприятия. Беженцы прибыли из Республики Северной Осетии Алания, где они временно проживают. Местное отделение волонтерской роты боевого братства выразило благодарность за оперативное исполнение желания детей увидеть яркое выступление дельфинов вживую. От волонтерской роты боевого братства Северной Осетии Алания хотим выразить огромную благодарность благотворительному фонду имени Ахмата Кадырова. Это действительно огромная поддержка, которую нам сегодня оказали. Наверное, мы бы сами не справились без вас, поэтому выражаем большую-большую благодарность. Программа включает целый ряд развлекательных шоу. Тут и сценки, танцы и выступления героев вечера – дельфинов. Дельфины здесь владеют несколькими навыками, от акробатики до настоящего художественного искусства. Насколько хорошо они с этим справляются, можно убедиться по улыбкам на лицах детей. Непосредственное участие в выступлении смогли принять и дети. Танцем их развлекали опытные аниматоры. Что тебе сегодня особенно понравилось? Когда дельфины начинали играть в мяч, прыгали и приносили мяч. Мне больше всего сегодня понравилось, как дельфины танцевали, прыгали, особенно вот в высоту. Памятью о поездке в Грозненский дельфинарий для юных зрителей послужат игрушки, которые дети получили от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мухаммад Джамалулейлы, Муса Даудов, Асан Мискаев. Неделя. В одном из индийских штатов власти снесли жилища мусульман за то, что те пожаловались на громкую музыку близ мечети. А во множестве арабских стран вспыхнули протесты. Причиной послужило сожжение Корана в Швеции, одной из экстремистских группировок. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В одном из индийских штатов власти снесли жилища мусульман за то, что те пожаловались на громкую музыку близ мечети. Подобным действием администрация решила показать свою силу религиозному меньшинству. Исламское общество крайне возмущено инцидентом и требует справедливости. А пострадавших от произвола властей обещали переселить в жилой комплекс. Небольшой подарок администрации заповедной мечети в Мекке был представлен паломникам в виде электромобилей. Данное новшество облегчит передвижение по святыне, особенно людям с физическими проблемами. Первая партия в количестве 3000 экземпляров уже введена в эксплуатацию. Полицейское управление Хьюстона совместно с группой арабо-американского сообщества оказало продовольственную помощь нуждающимся. В благодатный месяц 700 семей получили горячее питание, продукты и игрушки. Помимо этого, благотворители занимаются поиском домов для беженцев. Организация ифтара для одной из крупнейших мечетей Европы, расположенной в Лондоне, стала традицией. Ежедневно более 500 человек могут совместно совершить разговение и коллективный намаз в ее стенах. Оставшийся провиант доставляют в приюты для бездомных и общежития. Подобные собрания финансируются за счет пожертвований. Во множестве арабских стран вспыхнули протесты. Причиной послужило сожжение Корана в Швеции, одной из правых экстремистских группировок. Инцидент вызвал острую критику в мусульманском сообществе. Руководство Саудовской Аравии заявило, что такими действиями радикалы провоцируют мусульман на открытые конфликты. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. Награждение сотрудников СМИ и представителей творческой интеллигенции в честь Дня чеченского языка прошло в Грозном. Церемония прошла в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В числе награжденных за вклад в развитие и сохранение родного языка и сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. نوچ مات هر سیلح بز مات بو شیر مات بو هر لربر خیوار حکم دا دول در وی گادو وی کرادو کر.
Также в 14-й гимназии Грозного прошел круглый стол, посвященный Дню чеченского языка. Мероприятие посетил министр образования и науки Чеченской Республики Хожбау Дидаев, педагоги и представители общественности. Они выступили с докладами, в которых затронули нюансы изучения и популяризации родного языка. اشياء دخلي تقول شيء دش أنا اللي حاجة تقول توديه دو قزاز لو بيركتي استوام إشتقي ويا شوي تخنبيش تحيي يتحيينين مت مرزوانس قلاح وي ليخ بنوقع يقول دل حال نستيش ألسنم قحيقة ستيش نيو ويستيش ستيسمش يوش أيغان تبيربو تنخر دال وين ديكني خيردو. Старт эстафеты «Знамя Победы» дали в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. 77 лет прошло с момента победы в Великой Отечественной войне. Для того, чтобы почтить память героев и передать знамя, собрались ветераны, представители исполнительной власти и сами учащиеся. После звучания гимна Российской Федерации и Чеченской Республики знаменосцы направились на его передачу. Затем его привезут по всем районам, где также торжественно встретят. Новые счетчики потребления газа устанавливают в республике. Программа началась с окончанием отопительного сезона. Сотрудники газоснабжающей организации разъезжают по адресам, проводят установку и объясняют потребителям особенности новых приборов. Об этом сюжет Мухаммада Джамалу-Лейлы. С 15 апреля в республике завершился отопительный сезон. Эта дата стала точкой отсчета для сотрудников газоснабжающей организации. Впереди у них большой объем работы – установка счетчиков нового поколения. В Гудермеске районе общий хват ешь 7413 счетчиков. В данный момент работа проводится и в юртах, и в лахвату ешь 274 счетчика. Эти счетчики безопаснее и экономичнее, говорят специалисты. После установки они объясняют потребителям особенности работы новых приборов. Счетчик хороший, белый, улей, хочет что такое. Мы сами баркал делаем, лазут какие-то, без бабана, без гукна. Новый счетчик устанавливает тем, у кого либо вовсе его нет, либо истек срок действия предыдущих. Бывает и случаи отключения от газа до установки нового прибора учета. Новые счетчики G4 и G6. Между собой они отличаются лишь по мощности оборудования, с которого потребляется голубое топливо. Кроме высокой безопасности, они обладают еще одной очень удобной функцией. Сюда встроена система самоподсчета коэффициента, который меняется в зависимости от времени года, лета или зимы. Аппарат сам выдает готовую сумму, что значительно облегчает оплату газа потребителю. Все работы планируют завершить до начала нового отопительного сезона. Мухаммад Джамалу-Лейлы, Арман Абазаев, Ислам Али Султанов. Неделя. О ценах на продукты говорили на этой неделе в Грозном. В офисе регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили вопросы повышения цен на продукты первой необходимости, такие как молоко, соль, мука, яйца и другие, а также на лекарства. Мониторинг по районам республики показал, что стоимость разнится в среднем лишь на 15 рублей. Массу аурс, непонятно такие смешно, не обстоятельства, да, завис продукция, там чем мечер долца уша, теперь смешно, что нах яйца лила информация бата, мардаста и марлата, его мардош дина ха, его течем ба, она аурс, цаница хочет, что там духовой. Здесь приняли решение усилить разъяснительные работы с собственниками магазинов. Бесплатное такси для всех нуждающихся работает по Чеченской Республике в месяц Рамадан. Инициатор такой акции – общественный деятель Мосар Ибрагимов. Все началось с его призывов в социальных сетях, на которые откликнулись добровольцы. Теперь они разъезжают по всему региону и развозят тех, кто оказался в пути. О том, как можно воспользоваться этой акцией, узнавал Абдуллах Батаев. Добраться до пункта назначения на этом такси можно абсолютно бесплатно. Такая акция в месяц Рамадан проходит уже 4-й год.
Автор проекта Моусар Ибрагимов рассказывает, что все началось с его объявления в социальных сетях. Таким образом, он решил в священный Рамадан поддержать людей, которые финансово не могут позволить себе проезд на такси. Сама идея как бы больше года догадываю, но 19 год именно шерит лошадь бехун дуоцало, в 19 году маргбата духи баба дуйлеровой. Буквально не таран со балба то на Инстаграме рилош Инстаграм объявление на бесплатный такси с новый телефон Азиас. На второй день буквально уже приял маши лошадь адмандик балбера и целевой мейлбак. После запуска акции на нее откликнулось немало добровольцев. Присоединиться может любой желающий. Единственное условие – стаж вождения не меньше 3 лет. Вначале бесплатное такси работало только по Грозному, однако теперь добровольцы разъезжают по всей республике. Акция продлится до конца Рамадана. Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Аслан Исаев. Неделя. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адикейл.